Вставай, зять, Раджа пришел. Раджа пришел? Боже. Ети, идите сюда. Начинайте плакать, начинайте плакать. Он уже висит. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Молчите, молчите. Да что ты делаешь? Я совершаю самоубийство, братец Раджа. Я совершаю самоубийство. Чтобы вы не испачкали свои руки моей грязной кровью. Но я не бесчестный, братец Раджа. Ну чё, Биджи, почему вы так поступаете? Что мне сказать, братец Раджа? Вы дали мне деньги, я на них купил кур, реализовал их на рынке. Но этот мерзавец-продавец исчез с деньгами. Ну он, молчи. Ну он, молчи. Когда старшие говорят молчи, не можешь помолчать? Да, продавец с деньгами исчез, что дальше? Потом я взял драгоценности у жены и отдал под залог. Но драгоценности сестры. Молчи. Но они... Молчи. Драгоценности невестки отданы под залог. Да-да. А ты тут нокаешь. И так дальше. Я уже ехал к вам с деньгами. Так. Меня ограбили разбойники. Разбойники? Молчи. Но это все. Да молчи ты. Продавец исчез с деньгами. У невестки заложены драгоценности. Разбойники напали. Сплошная трагедия. А ты тут сливаешь разговор. Что дальше? Теперь у меня не осталось денег даже купить себе яд. Пара моих быков пала. У моего отца обнаружили рак, у моей жены паралич. Но сестра-то... Молчать. Моя дочь живет у родителей мужа. Они угрожают мне, что если я не дам приданного, они сожгут ее. Теперь я ничего не могу сделать. Мне осталось только умереть, иначе я стану террористом. Иначе я кого-нибудь убью. Нет, брат, нет, встань прямо. Встань прямо. Сделаем так. Возьми эти деньги, положи в карман. Если есть жизнь, то есть все, иначе все. Но сейчас же я ничего не сказал. Я знал, что ты что-нибудь скажешь, поэтому я дал тебе авансом. Ну хорошо, брат, я пойду. Береги себя. Не делай ничего подобного. У тебя есть дети, друг. Братец Раджа, вы такой великодушный. Возьми деньги. Купи курицу и приготовь.